Хотела уточнить, а вот насколько я понимаю, в отличие от других республик, которые сейчас входят в Российскую Федерацию, Чечня продвинулась дальше всех, потому что ну, Россия де-факто, Ельцин подписал признание независимости Чечни, да, но потом с помощью войны они смогли, ну, захватить, оккупировать Чечню. А как вы видите вообще дальнейшее развитие, ваш, ну, там, выход, ну, я так понимаю, федерализация вас не интересует, потому что я там разговаривала, например, несколько месяцев назад еще с бурятами до принудительной мобилизации, и «Свободная Бурятия» говорила о том, что мы хотели бы большей федерализации, большей свободы от центра. Но я так понимаю, что сейчас у многих отношение изменилось у национальных республик, потому что их отправляют прежде всего на войну и убивают на войне в Украине. А как вы видите развитие Чеченской Республики Ичкерия? Давайте мы коснемся вот по поводу федерализма и вот, настроения национальных республик Российской Федерации по поводу своего будущего. Дело в том, что я и на второй конференции, когда я выступал, я привел хронологию вообще, что такое Россия и Российская империя. И на самом деле, вот то, на что рассчитывают буряты, или же, если есть такие национальности, которые рассчитывают на то, что Россию можно сохранить, сделав ее федеративной, я хочу их разочаровать. Россия никогда в сегодняшнем, вот в тех границах, которые она существует, она просто не может стать ни правовым государством, ни федеральным государством. Объясняю почему. Потому что такие попытки уже были дважды. После распада Российской империи она трансформировалась в Советскую империю. И те республики или народности, территории, они стали абсолютно уже колониально зависимыми от Советской империи. Только две страны, это Польша и Финляндия, они освободились. Второй этап, это после распада Советской империи. Страны, которые освобождались от этой колониальной зависимости, только три страны, это прибалтийские три республики, избавились, и сразу они стали суверенными, независимыми. А остальные республики, на самом деле, это СССР не развалился тогда. СССР трансформировалась в СНГ. А что происходило в самой России? Да, в 1992 году Российская Федерация, или Россия во главе с Ельцином, подписали федеративный договор с этими республиками, автономными республиками. Этот договор был подписан на 10 лет. И в этом договоре были определены взаимоотношения регионов с центром. И они получили достаточно хорошую свободу, были освобождены от многих каких-то колониальных или же такого мощного давления, получили децентрализацию, скажем так, децентрализацию страны, и они на местах могли решать многие вопросы. Но сколько это продлилось? 10 лет. Потому что сегодня уже этот договор был подписан до 2002 года. С 2000 года этот договор федеративный Россия денонсировала в одном порядке. И сегодня эти республики не имеют права выбрать своего лидера, они не имеют права на свой язык, на культуру, на изучение своей истории. И поэтому ошибаться второй раз эти республики не должны. А что касается чеченцев и будущего Чечни, да, мы были признаны еще в бытность СССР как независимое государство. Вот 27 числа в Брюсселе пройдет конференция, посвященная 32-й годовщине провозглашения Декларации о государственном суверенитете. То есть с этого времени, еще в бытность СССР, Чечня была независимым государством. Это было признано и Горбачевым, тогдашним первым секретарем, генеральным секретарем и первым президентом СССР, и Ельциным, который тоже признал нашу независимость. То есть мы вышли не из состава Российской Федерации, а вышли из Союза Советских Социалистических Республик. И это соответствовало абсолютно тем нормативным актам, которые были приняты Верховным Советом СССР. Украина тогда провозгласила свой суверенитет на основе этих документов. Чеченская республика, Чечено-Ингушская республика провозгласила свой суверенитет на основе вот этой правовой базы.
И сама Россия провозгласила свою независимость именно на этой основе. Но что произошло дальше? 1994 год, когда Россия уже сразу после распада СССР в 1992 году, СССР не распался, СССР трансформировалась в СНГ, и Россия объявила себя правопреемником Советского Союза и получила все те льготы, которые имеют. То есть заполучила место в Совете Безопасности ООН, стала членом Организации Объединенных Наций, как СССР, не как Российская Федерация. И в последующем она завладела всем имуществом, которое было по всему миру у Советского Союза. И вот 1994 год, почему я сейчас вспоминаю, 5 декабря был подписан меморандум о том, что Россия гарантировала за отказ Украины от ядерного оружия, гарантировала безопасность и территориальную целостность Украины. И в числе других гарантов Америки, Франции, по-моему, Германии и России. И это произошло 5 декабря. Но там же, перед тем, как подписать вот этот меморандум, Ельцин поставил условия и Соединенным Штатам Америки, и другим гарантам, которые участвовали в этом процессе, что он требует возвращения Чечни в состав Российской Федерации. И американцы тогда дали вот свое негласное согласие, заявив о том, что делайте это малой кровью. И 11 декабря Ельцин подписал указ о агрессии и начало первой военной кампании, назвав его восстановлением конституционного строя. То есть вот Украины вот с этого времени, в принципе, всегда были связаны в политическом отношении. А чисто между нашими народами складывались отношения еще с древних времен, со времен еще царской империи, когда многие украинцы находили место проживания в самой Чечне. Я не говорю уже последний период Голодомора. Поэтому вот то, что сегодня именно Украина признала, опять-таки возвращаясь, в этом есть еще и нравственный аспект. Если в свое время Украина, советская тогдашняя Украина, согласилась с агрессией Украины взамен на свою территориальную целостность, то сегодняшняя Украина признала этот факт и агрессии, и геноцидом чеченского народа. Поэтому я не советую ни одному национальному образованию в России доверять российским либерал-демократам, которые сегодня пытаются просто поменять плохого царя на хорошего царя и тем самым сохранить эту территорию в границах сегодняшней Российской империи. До тех пор, пока эта территория будет находиться именно под юрисдикцией российских шовинистов, национал-шовинистов и русистов, война в Украине или в других регионах будет продолжаться. И поэтому мир должен понимать, что победа будет означать демонтаж этого государства, демонтаж этой страны. И она должна перестать существовать в том виде, в котором она существовала до начала агрессии России против Украины.